Возможно, вы потеряли всех. Возможно, вы даже потеряли себя, некоторых друзей или кого-то, кто хранил ваше сердце. Что бы вы ни потеряли, это месяц восстановления, и Бог заменит все чем-то лучшим. Скажите Богу спасибо. Бог собирается сделать что-то необычное, маловероятное и, казалось бы, невозможное. Будьте готовы к необычным благословениям и благосклонности. Держите Бога на первом месте, наблюдайте и увидите, как все остальное встанет на свои места. Каждый раз, когда мое сердце бьется и легкие расширяются, Бог говорит мне продолжать жить. «Я еще не закончил с тобой», — говорит Он. Октябрь будет необыкновенным, молитвы будут услышаны одна за другой. Бог собирается оставить вас в благоговении. Он делает все возможное, о чем вы просили. Господь знает, о чем вы молились. Его ответ: «Я делаю нечто большее». Бог говорит, что завтра наступит день невероятного благословения. Чудеса приходят, чтобы исцелить ваше тело и душу. Подпишитесь на наш канал. Если вы любите Бога, вы увидите прорывы и благословения. Продолжайте верить и молиться. Ваша жизнь скоро улучшится. Введите 121, если вы готовы. Сегодня день хороших новостей. Исцеление, ответы на молитвы, новые возможности и открытые двери уже в пути. То, о чем вы молились, приближается. Приготовьтесь, Бог сделает это реальностью. Не переживайте из-за вещей, которые вы не можете контролировать. Позвольте мне разобраться с ними. Ждите сегодня хороших новостей. Я работаю за кулисами для вас. Поверь в это. Не теряйте веру. Вы победите, преуспеете и процветаете. Я с тобой, даже когда ты меня не видишь. Верь в меня. Скажите «да», если вы готовы к позитивной энергии и чудесам. Бог говорит, что вы достигнете новых результатов в своих финансах, здоровье и отношениях. Помните, вы избранные и дитя Божье. Господь, я благодарен за Твои благословения. Ты заставляешь все работать для моего блага. Ангелы говорят обо мне, и мне предстоит пережить нечто удивительное. Мой банковский счет скоро увеличится. Введите 10, если вы претендуете на это. Приготовьтесь, Бог собирается. Он уже поговорил с нужными людьми и подготовил исцеление, свободу и продвижение по службе. Это произойдет внезапно. Помолитесь, а затем отпустите. Верьте, что Бог откроет нужные двери в нужное время. Аминь. Не позволяйте жизни победить вас. Помните, что Бог подвергает вас испытаниям, чтобы проверить вашу веру. Иметь веру. Поверьте, что Бог всегда контролирует вас, направляет вас и заставляет все работать согласно Его великой любви к вам. Если вы переживаете трудные времена, продолжайте верить в Бога. Он знает, как благословить вас неожиданными способами. Бог говорит, что заменит ваш страх верой и будет вашей силой, когда придут беды. Он любит тебя. Бог говорит, что нужно сосредоточиться на том, чтобы стать лучше, чем вчера, вместо того, чтобы пытаться быть таким же святым,
как другие вокруг вас. Расслабься, у тебя доброе сердце и добрые намерения. Дела пойдут в вашу пользу. Бог говорит, что знает, как тяжело вам было преодолеть свою темную ситуацию, и Он гордится тем, что вы доверились Ему. Вместе вы добились успеха. Он любит тебя. Бог пошлет вам людей, ресурсы и финансы, о которых вы даже не догадывались. Ваша ситуация вот-вот изменится. Никогда не забывайте, что Бог с вами и в хорошие, и в плохие времена. Что бы вы ни пережили, поставьте лайк этому посту, чтобы получить его благословение. Внимательно слушайте шепот Божественного. Продолжайте идти немного дальше. Не поддавайтесь отчаянию. Доверьтесь моему идеальному моменту, потому что я организую все для тех, кто верит в меня. Псалом 168 напоминает нам: «Я знаю, что Господь всегда рядом со мной. Я остаюсь непоколебимым, потому что Его присутствие укрепляет меня». Сегодняшний день вызывает благодарность. Дорогой Бог, размышляя о путешествии этой недели, я благодарю Тебя за то, что Ты провел меня через все взлеты и падения. Я сталкивался с проблемами и разделял любовь в легкие и трудные времена. Я осознаю, что я не идеален, но я учусь и расту с каждым опытом. Спасибо за прекрасные уроки, которые вы мне преподали. Я использую их, чтобы построить будущее, о котором мы говорили. Господи, Вселенная подталкивает меня к моему самому большому возвращению. Введите «да», чтобы подтвердить свою веру в это. Небеса шепчут, на горизонте что-то необычное. Вас ждет благословение, которое изменит вашу жизнь. Не теряйте веру. 1 Петра 1 час 22 минуты вдохновляет нас. Итак, когда вы очистили души ваши послушанием истине, чтобы иметь искреннюю любовь друг к другу, любите друг друга глубоко, от сердца. Аминь. Каждая слеза, пролитая вами за эти годы, превратится в радость, смех, любовь и множество благословений. Введите 11, если вы готовы к этому преобразованию. Приготовьтесь к входящему звонку с волнующими новостями. Ответьте «да», чтобы подтвердить свою веру. Сантьяго 2 часа 26 минут напоминает нам: как тело без духа мертво, так и вера без дел. Бог шепчет: они, возможно, усомнились в тебе, заявили, что ты недостойна, и попытались воспрепятствовать моим благословениям для тебя. Но помните, продвижение по службе и благословение исходят непосредственно от меня. То, что я обещал, никто не может помешать, воспрепятствовать или умолить. Сохраняйте свою непоколебимую веру. Я почти осыпаю тебя благословениями. Исайя 61, 7 дает надежду: ваш позор и позор прошли. Ты будешь жить на своей земле, твое богатство удвоится, и твоя радость будет вечной. Во имя Иисуса я молюсь, чтобы это место Писания проявилось в вашей жизни. Бог готов даровать вам благословение, которое изменит вашу жизнь. Напишите «да», если верите. Дорогой Бог, пусть Твой свет освещает каждое действие, которое я предпринимаю сегодня. Пусть этот день будет полон благословений, мира, любви и крепкого здоровья. Даруй мне мудрость и защити мою семью от зла. Аминь.
Завтра ожидайте внезапного прихода того, о чем вы горячо молились. Ответьте «да», чтобы подтвердить свое ожидание. Бог снова шепчет: когда смятение затуманит твой путь, не беги от меня. Вместо этого обратитесь ко мне, попросите ясности, и я покажу вам путь. Помни, что я люблю тебя. Приготовьтесь получить хорошие новости о том, чего вы терпеливо ждали. Настала ваша очередь получить благословение, ваше время сиять. Напишите «Аминь» и поделитесь, если верите. Бог уверяет вас, ваши самые яркие дни еще впереди. Не поддавайтесь видимости, продолжайте ходить в вере. У меня есть планы обеспечить вам процветание. Напишите «Аминь», чтобы заявить об этом обещании. Бог заключает: скоро ты улыбнешься и забудешь свои печали, потому что я собираюсь переписать твою историю. Поделитесь этим, чтобы заявить об этом. Напишите «да», если верите. Утешающие и ободряющие слова Бога находят отклик во времени и пространстве, достигая вас сегодня с посланием надежды и обещания. Все станет лучше. Эти слова напоминают нам, что даже в самые мрачные моменты Бог с вами, готовый послать вам помощь, ответы, исцеление, благословения и чудеса. В Деяниях 2 часа 17 минут написано: «В последние дни, говорит Бог, излию Дух Мой на всех людей. Сыны ваши и дочери будут пророчествовать, юноши ваши будут видеть видения, старики ваши будут видеть сны». Этот стих напоминает нам, что Божье присутствие и водительство не ограничиваются избранными, но доступны всем, кто ищет Его. Давайте вместе помолимся за те тихие битвы, которые мы ведем, битвы, о которых никто другой не может знать. Боже, каждый день я веду битву, о которой никто не знает. Я ношу его хорошо, но он остается тяжелым. Веди меня к нужным людям и местам. Вставай и иди прямо, потому что сейчас я люблю тебя. Едите ли вы, пьете или занимаетесь каким-либо делом, все делайте во славу Божию, согласно 1 Коринфянам 10 часов 31 минута. Давайте жить так, чтобы прославлять Бога, признавая, что каждый аспект нашего существования может быть возможностью прославить Его. Божьи благословения распространяются на всю вашу семью. Бог собирается благословить всю вашу семью, от самого младшего до самого старшего. Аминь. Исайя 41 уверяет нас, что Бог – наша сила и поддержка. «Не бойся, ибо я с тобой, не ужасайся, ибо я твой Бог. Я укреплю тебя, непременно помогу тебе, поддержу тебя своей праведной десницей». Помните, что во времена неопределенности Бог всегда направит и защитит вас. Вам не нужно беспокоиться о следующем шаге в вашей жизни. Все, что вам нужно сделать, это довериться мне и усердно работать. Я расставлю на вашем пути нужных людей и место. Я заботился о тебе и всегда буду это делать. Я тебя люблю. Я воззвал к Господу, и Он ответил мне, Он избавил меня от всех моих страхов. Псалом 34:4. Доверьтесь силе молитвы и утешительному присутствию Бога во времена страха и неуверенности. 2 Коринфянам 6 часов 18 минут напоминает нам, что мы – возлюбленные дети Божии.
«Я буду вам отцом, и вы будете мне сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель». Мы не одни, мы часть Божьей семьи, объятые Его любовью. Завтрашнее утро может быть знаком того, что Бог собирается благословить вас чудом, которое облегчит все ваши заботы. Если вы в это верите, напишите 161. Приготовьтесь праздновать. Вот-вот произойдет нечто экстраординарное. Вскоре вы наполнитесь огромной радостью и счастьем, и может показаться невероятным, как быстро это произойдет. Если вы готовы и ждете, напишите «Да». Вступая в этот новый месяц, верьте, что он принесет вам мир, ясность, божественное вмешательство и руководство. Ваш прошлый опыт подготовил вас к новой богатой главе, которая ждет вас впереди. Если вы верите в возможности этого нового месяца, напишите «Да». В жизни есть взлеты и падения, и вполне естественно иногда чувствовать себя подавленным. Если вы чувствуете беспокойство, не можете заснуть и видите яркие сны, знайте, что вы не одиноки. Если вы отождествляете себя с этими чувствами, напишите «Да». Эмоциональный жизненный путь может быть напряженным, но любовь и эмоциональные связи того стоят. Если вы чувствуете себя подавленным, но все еще любимым, напишите «Да». Помните, что финансовое процветание может начаться с вас. Даже если ты не из богатой семьи. Если вы верите, что Бог меняет вашу ситуацию, благословляет вашу семью, исцеляет ваше сердце, сегодня Бог посылает вам послание перемен и доброты. Если вы пережили трудные времена и надеетесь на чудо, верьте, что Бог может сделать невозможное. Он может проложить путь там, где, казалось бы, пути нет, затронув ваше здоровье, дом, семью, веру и финансы. Если вы готовы к этим изменениям, напишите «Да». В трудные времена Бог учит нас силе молчания. Чем меньше вы говорите, тем больше Он действует. Будьте спокойны и доверяйте. Если вы переживаете период разочарования и готовы набраться терпения, напишите «Аминь». Бог никогда не игнорирует ваши похвалы. Даже если Его ответы придут неожиданным образом, держите глаза открытыми, сосредоточьтесь на Нем, и вы лучше поймете Его пути. Если вы признаете Его любовь, напишите «Аминь». Каждый день – это возможность начать новое, независимо от вашего прошлого. Двигайтесь в будущее с верой и надеждой. Если вы верите в силу новых начинаний, напишите «Аминь». Не бойтесь мечтать о многом, потому что Бог с вами. Доверьтесь Ему, и все ваши мечты сбудутся. Послание Божественного заключается в том, что ваши мечты могут стать реальностью, если вы готовы следовать за направляющей рукой. Напишите «Аминь», если согласны. Божественное выражает то, что перемены не всегда легко принять, но они необходимы для вашего путешествия. Примите перемены, даже если они кажутся пугающими, потому что Божественное с вами и любит вас. Скажите «Аминь», если согласны. Как сказано в Бытие 28:15, «Я с тобой и защищу тебя, куда бы ты ни пошел». Будьте терпеливы, ведь все складывается, и то, чего вы так долго ждали, уже в пути. Поставьте лайк этому посту, если верите в божественный план.
Напишите 777, если согласны. Божественное знает, через что вы проходите, и даст вам силы преодолеть это. Когда возникают негативные мысли, обратитесь к Божественному, и вам будет даровано спокойствие ума и сердца. Не обращайте внимания на негативное мнение других. Когда они унижают вас, Божественное поднимет вас. Скажите «Аминь», если согласны. Дорогое Божество, пожалуйста, прикоснись к людям вокруг меня, чтобы они были счастливы и безопасны. Даруй им любовь, сострадание, душевное спокойствие и доброту в сердцах, особенно тому, кто читает это послание. Скажите «Аминь», если согласны. Это послание от Божественного. Если вы читаете это, знайте, что богатство придет к вам. Любовь найдет тебя, и жизнь сложится лучше, чем ты себе представлял. Сохраняйте позитивный настрой и верьте. Напишите «Да», если согласны. Дорогой Небесный Отец, пожалуйста, свяжи каждый поток негативных мыслей и каждое злое слово, сказанное против меня. Дитя мое, знай, что я вынес всю твою боль на свои плечи. Я положил его на бок, раненый навечно, прежде чем он сможет причинить тебе вред. Я взял на себя все ваши печали, стыд и страхи, чтобы вы могли обрести мир с моим Отцом. За это Отец мой воскресил меня и прославил выше всех других. Что бы ни случилось на этой неделе, помните, что Бог больше и сильнее всего, с чем вам придется столкнуться. Доверяйте Его силе больше, чем своей собственной. Когда вы чувствуете себя подавленным, отдайте это Богу, потому что Его руки достаточно велики, чтобы удержать ваши заботы, сомнения и страхи. Когда вы сталкиваетесь с неопределенностью, помните, что Я ваш якорь, неизменный, который удерживает вас среди жизненных бурь. Не стоит недооценивать влияние жизни, отданной мне. Ваше послушание и верность могут повлиять на будущие поколения. Повторяйте за мной, это есть у Бога. Он работает в моей жизни. Он заботится обо мне. Он больше, чем все, с чем я сталкиваюсь. Он ставит на мой путь нужных людей. Он поворачивает ситуацию в мою пользу. Ангелы объявляют, что вы собираетесь получить важную информацию, которая проложит путь к вашему возвышению, миру и исцелению. Это увеличит вашу энергию и научит вас новым способам связи со своим духом. Оставайтесь мотивированными и полными сил. Вы благословенны, сильны и могущественны. Этот месяц принесет вам новую энергию, видение, силу, мудрость и интуицию, чтобы открыть новые главы и закрыть старые. Сосредоточьтесь на том, что заставляет ваш дух чувствовать себя хорошо. Найдите ритм своего сердца и позвольте счастью вести вас. Этот месяц наполнен безграничными возможностями. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя за Твою любовь и бесконечное милосердие. Я смиренно прошу у Вас прощения за любой грех и зло, которое я совершил. Господь, пожалуйста, помоги мне преодолеть негативное мышление и наполни мое сердце и разум Твоим драгоценным словом. Во имя Иисуса я молюсь. Аминь. Завтрашний день обещает впечатляющие благословения Вселенной.
Приготовьтесь к успеху вашего проявления и напишите «да», чтобы подтвердить свою веру. Бог уверяет нас, что грядут перемены в вашем здоровье, работе, отношениях и финансах. Молитва приблизит вас к правильному пути, к нужным людям и возможностям. Продолжайте молиться и ждите побед. Иоанна 2:1 напоминает нам, что у нас есть ходатай в Иисусе Христе, который ходатайствует за нас перед Отцом. Псалом 94:19 утешает нас, говоря, что Бог утешает нас во времена тревоги и беспокойства. 111 – это напоминание о том, что нужно оставаться верными нашей высшей цели и оставаться открытыми для божественного руководства во времена неуверенности в себе. Отдайте свои заботы Богу и найдите силу в Его присутствии. Вы не одиноки. Бог с вами. Напишите 111, чтобы подтвердить эту истину. Приготовьтесь отпраздновать что-то особенное и испытать огромную радость. Напишите 1111, если верите, что это происходит. Ваша энергия драгоценна. Зарезервируйте его для тех, кто действительно ценит и поддерживает ваш духовный рост. Вы уникальны и ценны. Напишите решетка Афирм 111, чтобы подтвердить свою ценность. Доверьтесь божественному времени и синхронности. Напишите мне 111, чтобы принять участие в этом процессе. Бог обещает чудесные благословения и благосклонность вам и вашей семье. Чтобы получить их, напишите 1010. Вселенная пошлет того, кто исполнит ваши самые глубокие молитвы и желания. Напишите 1010, чтобы подтвердить свою веру. Ожидайте финансовую поддержку и счастье через несколько часов. Напишите «да», чтобы принять это. Чудо приближается, чтобы изменить вашу жизнь. Напишите 222, чтобы поприветствовать его. Верьте, что то, чего вы желаете, уже в пути. Поблагодарите и отпразднуйте это. Вы получите обильную любовь от кого-то особенного. Напишите ЕС-555, чтобы подтвердить это. Бог открывает двери для позитивных перемен. Напишите «да», если верите. Ваша преданность делу, страсть и целеустремленность приведут к изобилию. Напишите «Аминь», чтобы подтвердить это. В следующие 12 часов ожидайте счастья в виде денег, любви и изобилия. Напишите «да», чтобы поприветствовать это. Финансовое благословение приходит сейчас. Напишите «да», чтобы получить его. Матфея 6 часов 14 минут напоминает нам, что прощение ведет к божественному прощению. Хорошие новости. Ваше финансовое положение улучшается. Напишите 1010, чтобы подтвердить это. Любовь побеждает все, и молитва эффективна. Напишите 777, если верите. Бог удаляет токсичность из вашей жизни, и благословения приходят. Напишите «да», если согласны. Изменения грядут, продолжается послание. Я создам возможности, и неожиданные благословения уже в пути. Ваше здоровье улучшится, и у вас будет достаточно денег, чтобы оплатить все счета. Я поворачиваю ситуацию в вашу пользу. Сохраняйте веру, и ваше финансовое положение будет решено.
Скоро произойдет что-то особенное. Вы отпразднуете это с радостью и поделитесь хорошими новостями. Ваши мечты стремительно приближаются. Напишите 111, если готовы. Улучшение финансового положения наступит, утверждается в сообщении. Ваше собственное место приближается. Пришло время стать богатым и успешным. Напишите 555, чтобы подтвердить это. Активируйте поток богатства и безграничного счастья, удовольствия, свободы и уверенности в своей жизни, внеся небольшое изменение в свой утренний распорядок. Перейдите по ссылке в комментариях ниже, чтобы узнать секреты богатства и способы привлечения изобилия богатства. Дитя мое, завершает послание, я вооружил тебя силой для битвы. Знайте, что с чем бы вы ни столкнулись, вы будете процветать. Я приготовил невероятные вещи для вас и вашей семьи. Верьте, что все меняется в вашу пользу. Я благословлял и защищал тебя в прошлом и сделаю это снова в будущем. Доверьтесь Господу всем своим сердцем и не полагайтесь на свой собственный разум. Во всех путях своих признавайте Его, и Он сделает стези ваши прямыми. Господь – сила моей жизни. Перед лицом жизненных невзгод никогда не бойся, ибо с тобой Бог. Послание продолжается, ободряя вас в том, что вы находитесь на правильном пути, переносите трудности с улыбкой, восхваляйте, несмотря на боль, и будьте добры к другим, даже когда они недобры к вам. Каждое благословение с вашим именем придет к вам. Каждое препятствие на вашем пути будет преодолено, и каждый враг, восставший против вас, будет побежден. Награда грядет, и вы вернете всех. Бог полон милости и знает, как отплатить вам. Верьте, что грядет нечто большее и что Бог вернет украденные у вас годы. Приготовьтесь, ведь скоро произойдут великие дела. В Евангелии от Матфея 4:4 Иисус сказал, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Сегодня я хочу поделиться посланием надежды и позитива. Ваши лучшие дни еще впереди, и вы, возможно, даже не осознаете ту невероятную радость, которая вас ждет. Пришло время отпустить бремя прошлого, годы боли, страданий и невыполненных обещаний. Сделав это, вы откроетесь красоте, которая готова раскрыться перед вами. Большие радости уже в пути, и любовь, которую вы ищете, тоже придет. Финансовое процветание также надвигается. Примите новое в своей жизни и отпустите старое. Бог организует для вас удивительные вещи, даже в тех местах, где вам еще предстоит ступить. Продолжайте двигаться вперед и ответьте утвердительным «да», чтобы выразить свою готовность. Ефесянам 4 часа 29 минут напоминает нам использовать добрые и полезные слова, ободряя тех, кто их слышит. Ваши слова имеют силу. Пусть они сегодня будут силой позитива и воодушевления. Это не случайность, это поворотный момент в вашей жизни. Великие благословения уже не за горами, и если вы готовы их получить, скажите «да». В притчах 31 говорится, что блаженны те, кто находит мудрость и обретает понимание. Помните, вы несовершенны, но Бог любит и прощает вас.
Вы Его творение, и Его любовь к вам неизменна. Продолжим сообщение молитвой. Небесный Отец, я прихожу к Тебе со смирением и благодарностью. Я признаю Ваше присутствие в моей жизни и ищу Вашего руководства. Пожалуйста, прости мои грехи и подними мое бремя. Даруй мне мир, силу и уверенность. Помоги мне стать маяком света в этом мире. Пожалуйста, восстановите мир и любовь в нашей стране и во всем мире. Я возвышаю голос в хвале и знаю, что Ты всегда со мной. Во имя Иисуса я молюсь. Аминь. Возлюбленные, приготовьтесь покорить новые высоты в своем духовном путешествии. Ваша жизнь вот-вот поднимется на новый уровень, и ваши планы чудесным образом осуществятся. Прочтите эту мощную молитву один раз, осознавая, что духовная дверь вот-вот откроется в вашей жизни и в жизни тех, кто ищет Его. Господь, Твое божественное время идеально, и я верю в Твой план для нас. Когда эта духовная дверь начинает открываться, я молюсь о Вашем руководстве и мудрости. Дорогой Бог, я прошу признать эту возможность и пройти через нее с верой и мужеством. Откройте наши духовные глаза и уши, чтобы мы могли ясно различать Твою волю. Господи, я знаю, что с каждой возможностью приходит ответственность. Даруй нам силы и решимость максимально использовать это божественное открытие. Не позволяйте сомнениям или страху обескураживать нас, но наполните нас Твоим Святым Духом, дав нам силу сделать смелые шаги в неизведанное. Когда мы входим в эту открытую дверь, защитите нас от отвлекающих факторов и искушений, которые могут помешать нашему прогрессу. Держите наше сердце в гармонии с Вашей божественной целью. Я также молюсь, дорогой Бог, чтобы мы могли стать источником благословений для других благодаря этой возможности. Пусть наши действия и слова отражают Вашу любовь и доброту, позволяя нам быть инструментами Вашего мира и носителями хороших новостей для тех, кого мы встречаем на этом пути. Отец, мы отдаем наши планы, надежды и мечты в Твои любящие руки. Пусть Твоя воля свершится в нашей жизни, и пусть эта открытая дверь станет свидетельством Твоей верности и благодати. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. Пусть эта молитва поможет вам пройти через духовную дверь и отправиться в это преобразующее путешествие. Доверьтесь этому процессу, верьте и знайте, что вы не одиноки на этом священном пути. Дорогой друг, ты когда-нибудь чувствовал себя брошенным человеком, который, как тебе казалось, любил тебя? Или, возможно, вас подвел кто-то, кто когда-то утверждал, что заботится о вас. Это тяжелое чувство, но позвольте мне поделиться с вами чем-то утешающим. Иисус Христос никогда не оставит и не предаст вас. Он знает количество волос на твоей голове и искренне заботится о тебе. Теперь я хочу, чтобы вы поняли это послание в правильном контексте. Божья любовь к вам безмерна, но она не дает нам права жить во грехе. Божья любовь призывает нас к покаянию и полагаться на Его силу и благодать, чтобы жить праведной жизнью. Есть ли у вас твердая вера, или вы бы назвали свою веру детской? Лично я считаю детскую веру прекрасным изображением того типа веры, к которому нам следует стремиться. Мы можем утверждать, что являемся детьми Божьими,
но многие ли из нас действительно зависят от него так же, как ребенок зависит от родителя? Детская вера ищет силы, обеспечения и защиты у Господа. Как сказано в послании к римлянам 1 час 17 минут, праведники живут верой, и вера становится образом жизни христиан. Представьте, что вы доверяете Господу в вопросах безопасности, повседневных нужд и даже своего здоровья. В этом суть детской веры, полная и смиренная зависимость от Бога. В Евангелии от Матфея 18, 2-5 Иисус подчеркивает, что нам необходимо стать как малые дети, чтобы войти в Царство Небесное. Дети скромны, послушны и полностью зависят от своих родителей. В Псалме 131, 1-2 Давид сравнивает себя с отнятым от груди ребенком, находящим удовлетворение в Господе. Речь идет об успокоении и умиротворении себя, как ребенок обретает мир со своей матерью. Но не путайте смирение со слабостью. Как верующие, мы получили власть от Иисуса, как об этом напоминает Евангелие от Луки 10 часов 19 минут. Мы можем преодолеть силу врага, и 1 Коринфянам 15 часов 57 минут уверяет нас, что мы одержим победу через Иисуса Христа. Не стесняйтесь и не бойтесь, вместо этого будьте смелыми. Христос погиб за нас, когда мы еще были грешниками, проявляя свою непоколебимую любовь, даже когда мы отвергли Его. В Евангелии от Иоанна 15, 1 Иисус учит нас любить друг друга, как Он возлюбил нас, причем величайшая любовь – это положить жизнь свою за друга. Позвольте Божьей любви стать вашим источником радости и вдохновения. Жизнь последователя Иисуса – это не всегда легкое путешествие в этом мире. Иногда нам нужна Божья помощь, чтобы просто продолжать двигаться вперед. Бывают дни, когда нам нужна Божья сила, чтобы продолжать молиться, стоять твердо и продолжать работать. В некоторые из этих дней может показаться, что наше единственное достижение – это не сдаться. Я умоляю вас изо всех сил, которыми обладаю, не поддавайтесь отчаянию. Это похоже на борьбу с всепоглощающими объятиями безнадежности, и вы не должны сдаваться. Вы не можете позволить себе сдаться, потому что на карту поставлено так много. Подумайте о своих детях, внуках, своем наследии. Вашим друзьям и соседям нужен кто-то, кто встанет в эти трудные времена и заявит: «Я не сдамся». В то время как другие могут сдаться, вы не можете и не должны. Столкнувшись с невзгодами, у вас есть два выбора. Вы можете позволить этому сделать вас лучше или позволить ему сделать вас горьким. Выбор ваш. Итак, когда жизнь становится трудной, решите стать сильнее. Верьте, что вы можете делать все, к чему вас призывает Бог, но единственное, чего вы не можете сделать, это сдаться, когда наступают тяжелые времена. Заявите: «Я не пойду, я не сдамся», будь то отец, кормилец, верующий христианин или исполняющий Божий призыв. Примите решение не сдаваться. Вы не сдались, вы больше, чем победитель через Христа. Сколько бы раз жизнь не сбивала тебя с ног, ты каждый раз поднимешься не как сдавшийся, а как победитель. Жизнь может наносить удары, но вы подниметесь и не сдадитесь. Помните, что у Бога есть план для вас, план лучше, чем вы можете себе представить.
Не бойтесь неопределенного будущего. Доверяйте известному Богу. В руках Бога ни одна история не предсказуема, ни один исход не предопределен. Продолжайте молиться и верить, ваша история еще не окончена. Осознайте, что если вы пережили трудные времена, Бог был с вами тогда, и Он с вами сейчас. Он не оставил тебя и не оставит. Он знает, как преодолеть трудности, и направит и благословит вас сверх ваших ожиданий. Используйте силу Духа и отказывайтесь сдаваться. Стойко преодолевайте испытания и помните, что успех часто начинается с того, что вы встаете еще раз, чем вас сбили с ног. Падение – это нормально, удержаться на земле – настоящая проблема. Праведник может упасть 7 раз, но снова поднимется. Падение не делает вас неудачником, а сдача. Итак, решите, я не сдамся. По мере того, как вы растете в своих отношениях со Христом и углубляете свое понимание Бога, Святой Дух будет работать в вас, расширяя ваш кругозор и меняя вашу точку зрения. Трудности, испытания и горести, с которыми вы сталкиваетесь, являются частью Божьей подготовки к использованию вас для своих целей. Он формирует вас, опустошает вас, чтобы наполнить своей полнотой. Ваша жизнь больше не связана с вашей славой, а с тем, чтобы принести славу Богу. Некоторые христиане питают нереалистичные ожидания, что, как только они будут спасены, жизнь всегда будет путем, свободным от препятствий и наполненным благословениями. Хотя Бог обещает добро, мы часто избирательно выбираем то, что хотим от Него. Мы забываем, что Псалом 22:4 напоминает нам, что даже в самых темных долинах Бог с нами, утешая нас. Нам предстоит пережить много скорбей, но от всех нас избавит Господь. Нам нужно признать, что жизнь не всегда будет легкой, но это не значит, что мы должны бояться или отчаиваться. Фактически, в присутствии наших врагов Бог готовит нам стол и помазывает нас, переполняя нашу чашу. Нам следует ожидать проблем и сопротивления, но также ожидать Божьего обеспечения, защиты и благословений. Не пытайтесь контролировать каждый аспект своей жизни, позвольте Иисусу контролировать ситуацию. Жизнь не всегда может быть легкой, но не сдавайтесь. Основываясь на предоставленной информации, мы должны ожидать победы через силу Иисуса. Ожидаются трудности, но также и Божье вмешательство. Будут долины, но и утешение Божие. Мы предвидим невзгоды, но мы также ожидаем избавления через Христа. В жизни мы столкнемся с испытаниями, болью и разочарованиями, но очень важно помнить о страданиях, которые Иисус претерпел за нас. Мы должны обрести новую перспективу и помнить, что мы следуем Его примеру. Испытания и разочарования являются частью жизни, но, как и Иисус, в конце концов мы победим. В трудные времена очень важно довериться Иисусу и отдать Ему свою жизнь. Вам не нужен сложный план, просто доверьтесь Ему и Его Слову. Через молитву и глубокое понимание Его учения можно обрести победу над душевными муками и душевным отчаянием. Помните, Бог суверенен и все контролирует. Он все делает на благо тех, кто принадлежит Ему. Итак, когда вы сталкиваетесь с трудностями, твердо стойте в Божьих обетованиях.
Знайте, что Он – ваш источник силы, исцеления и мира. Ваша надежда лежит на Иисусе, и с Ним вы сможете справиться с чем угодно. Когда вы лежите ночью в постели и не можете отключить свой бегущий ум, который не дает вам уснуть, подумайте о том, какие заботы поглощают ваши мысли. Это страх неспособности оплатить счета или непосильное бремя студенческой задолженности. Вы задаетесь вопросом, найдете ли вы когда-нибудь работу или боитесь потерять ту, которая у вас есть. Возможно, вас беспокоит возможность выхода на пенсию или здоровье ваших пожилых родителей. Это может быть неуверенность в том, что покажет следующий визит к врачу, или безопасность ваших детей, когда они выйдут из дома. Возможно, вы беспокоитесь о том, чтобы оказать значительное влияние в этом мире. Причина, по которой я спрашиваю об этом, заключается в том, что то, что нас больше всего беспокоит, показывает, в чем мы меньше всего доверяем Богу. Иисус обратился к этому вопросу и дал понять, что наши заботы тесно связаны с нашей преданностью мирским заботам, особенно деньгам и имуществу. Беспокойство часто возникает из-за отсутствия веры в волю и способности Бога. Крест – это место, куда ушли все наши боли, горести и болезни. Я претендую на вечную жизнь, которую вы предлагаете через свою кровь, и провозглашаю победу над болезнью, болью и слабостью через кровь Иисуса. Я нахожу убежище в крови Иисуса, как в щите от сил тьмы, которые стремятся причинить мне вред. Кровью Иисуса я был искуплен от власти каждого агента тьмы, причиняющего боль и болезни. Я наношу Твою драгоценную кровь на каждую часть своего тела для исцеления и восстановления. Пусть кровь Иисуса устранит все болезни из моей жизни. Я молюсь, чтобы Твоя кровь разрушила все демонические заклинания и чары, использованные против меня. Я заявляю, что я освящен Вашей кровью, и прошу, чтобы она очистила мое тело от любых нежелательных клеток, вызывающих болезни. Я проливаю кровь Иисуса на свою жизнь, чтобы получить умноженную благодать и мир, как упомянуто в послании к евреям, глава 13, стихи 20 и 21. Я исповедую, что я исцелен кровью Иисуса, освобожден и навеки освобожден. Я молю кровь Иисуса над своим сердцем, разумом, телом и душой. Господь Иисус, сегодня я предстаю перед Тобой, признавая свою потребность в Твоем исцеляющем прикосновении во всех аспектах моей жизни. Я верю, что с Тобой все возможно. Пожалуйста, обнови мой разум, тело и душу и направь меня по пути, который Ты для меня проложил. Даруй мне силу, мудрость и благодать, чтобы узнать людей, которых Ты вложил в мою жизнь, чтобы помочь мне на этом пути исцеления. Я исповедую свою зависимость от Тебя и прошу Твоей благодати и восстановления. Прости меня за попытку справиться со всем самостоятельно и за то, что я не полностью осознаю свою потребность в Тебе превыше всего. Я верю в Вашу способность сделать больше, чем я могу себе представить. Я полностью сдаюсь, зная, что Вы работаете над восстановлением и искуплением каждой сложной ситуации ради Вашей славы. Я также молюсь за исцеление моих друзей и семьи, которые переживают трудные времена. Окружи их своим миром и сверхъестественной силой, и позволь им держаться веры в то, что все возможно через Тебя, Господь.
Я верю в Твою целебную силу и в этот момент высвобождаю ее в своем теле. Я приказываю всей боли уйти во имя Иисуса. Святой Дух, наполни меня своей силой и исцеляющим прикосновением. Я заявляю о своей свободе от боли, беспокойства и слабости. Я получаю полное исцеление и освобождение во имя могущественного Иисуса. Я исцелен и выздоровел. Аминь. Небесный Отец, сегодня я приближаюсь к Твоему присутствию в поисках Твоей чудесной исцеляющей силы в моей жизни. Я прошу Тебя выпустить свое исцеление на мое тело и душу. Пусть Ваша целебная сила течет через меня, принося тепло и восстановление моему телу, позволяя ему функционировать правильно. Даруй мне здоровье каждый день, чтобы я мог быть в полной силе. Я молюсь об исцелении и выздоровлении моего тела и души, зная, что Ты мой главный целитель и восстановитель. Заявляю, что никакое орудие болезни, созданное против меня, не будет успешно, потому что, как написано в Псалме 33, 19-21, много скорбей у праведника, но от всех их избавляет его Господь. Он сохраняет все свои кости, ни один из них не сломан. Зло сразит нечестивых, и ненавидящие праведных будут осуждены. Поддержите, обновите и укрепите меня и позвольте каждой стреле болезни, выпущенной против меня, вернуться к отправителю во имя Иисуса. Господь, я отдаю всю свою жизнь в Твои руки и осуждаю каждое злое поручение, направленное на то, чтобы помешать моему исцелению и выздоровлению. Прошу Тебя покрыть меня своей драгоценной кровью и освободить из лап смерти и скорбей. Помести свой страх в мое сердце, чтобы я мог изобиловать хорошим здоровьем и изгнать всю силу болезней из своего тела. Небесный Отец, Ты мой целитель, и сегодня я прихожу к Тебе, чтобы черпать воду из Твоего исцеляющего источника. Исцели меня, Господи, и я исцелюсь. Слово Твое в Псалме 103, 2-5 велит мне славить Господа, ибо Он прощает все мои грехи и исцеляет все мои болезни, выкупает мою жизнь из рва, венчает меня любовью и состраданием и удовлетворяет мои желания добрыми делами так, что моя молодость обновляется, как у орла. Пусть Твой целебный источник глубоко проникнет в мое сердце и душу, смывая всю нечистоту, вызывающую болезни в моем теле. Высвободи свою исцеляющую силу, Господь. Услышь мой крик и сжалься надо мной. По заслугам и страданиям Иисуса вы являетесь единственным источником исцеления и надежды, источником мира. Взгляни на меня с жалостью и милосердием и укрепи мое тело, душу и дух.